при вас открываю ее. Газ выходит, слышите, все нормально. Наливаю в 3 бокальчика колу. Все, есть. Видите, что газ вышел, то есть все нормально. Так, теперь что я делаю? В 1 бокал кладу сахар. Положил. Все. Сахар переиграл, там что там играет, не знаю. Дальше следующий наш шаг. Берем немного пепла от сигареты. Кладем в другой бокал. Положили. Тоже, видите, там пузырьки пошли. И все. А вот теперь следующий бокал будет самый интересный фокус. Так, это можно убрать. Теперь смотрите. Беру сахар и натираю его пеплом. Тут много даже и не нужно, лишь бы. Сигарета сгорела не полностью. Так, ну у меня сейчас будут грязные руки, уж не обращайте внимания. Сейчас я вытру. Итак, момент истины. Смотрите, что теперь будет происходить. Правда, реакция происходит не всегда сразу. Нужно чуть-чуть подождать, но все равно она происходит. Вот такое вот кино интересное получается. Когда в колу добавляешь с пеплом сахар. Ух ты! Так, сразу скажу, что это все происходит не всегда. Ну, то есть не со всеми колами. Например, наша кола, там какая-нибудь Кака-кола, там Ярославль кола. Это все не работает. Нужна оригинальная кола. Производители хвалятся, что у них уже больше 100 лет. Какой-то есть секретный ингредиент в этой коле, который никто не может разгадать. Возможно, он как раз так и реагирует. И тем более вы состав читали, знаете, что там столько всего намешано. Итак, у нас здесь сахар есть еще, а здесь пепел. Кладем уже не натертый сахар в пепел.